Ребята, всем привет! Вы на канале Рыбалка на реке Мокша. И мы с вами где? Правильно, на реке Мокша. Значит, какое дело? Сегодня я с Сергеем Викторовичем. Мы будем ловить, пытаться поймать щуку. И ловить я планирую сегодня не только на спиннинг, но и на перевертке. Взял там 10 штук, что ли, переверток. Я этими делами как бы вот не профессионал, не специалист, но это дело мне, определенно нравится. И я нет-нет иногда как бы рыбачу на перевертке. Очень редко. Сегодня именно вот тот день, когда я хочу поставить переверточки. Живец будет карась. Живца я приобрел в магазине Привал. Там был еще гальянчик мелкий, как бы, вот, ну, я не знаю, как бы отдал приоритет более крупному карасику. Вот, так что, если что, в этом магазине есть живец. Так, я уже на воде. Сергей Викторович у меня вот там спускается. У него новая лодка. Новый качок. Вот там все он там накачал. Сейчас тоже выходит на воду. Вот, сейчас будем расставлять перевертки, поставим, а потом будем воблеры покидаем там на джиг. Надеюсь, удастся что-то поймать. Денек сегодня теплый. Это, наверное, последние теплые выходные по прогнозу, но прогноз меняется в телефоне там каждый день вот эти вот. Ну, они там по чукчам это все определяют. Если чукча в шапке, значит холодно. Если там чукча без шапки, там вот это тепло. Ладно, все, не будем затягивать. Начинаю доставать перевертки, карасиков и опускать их в воду. Поехали. Насаживать живца буду вот таким вот способом, продевая поводок через жабры, крючок заправлять в рот. Вот, подглядел. Ну, это там способ-то уже там, так скажем, старинный, всем известный. Но я повторюсь, что я этими делами как бы не особо специалист. Подглядел у одного человека, он зимой ловит на жерлице, насаживает так. И данная насадка живца таким способом показалась более эффективной. Вот. Не вижу смысла, значит, показывать, как я ставлю все перевертки. Буду делать именно так. Вдоль берега поставлю. И будем наблюдать и рыбачить на спиннинг дальше. Не знаю, ребята, значит, вот вторую оснащаю перевертку, а на первую уже поклевка. Карасик довольно-таки не крупный, чтобы ее переворачивать. Вот, но перевертка перевернулась 2 раза. Есть вероятность того, что была поклевка, как бы. Вон крутится. Все, рыба это ничего себе. Вот, а я только второго заправляю. Вон что топит, ничего себе. Ну, сейчас поставлю эту перевертку, ребята, и пойдем проверим ту. Все крутится. С данной насадкой живца как бы торопиться не стоит. Там щука перевернет, будет заглатывать. Поводки флюорокарбоновые. Конечно, вот может откусить. Ну, посмотрим. Все, перестала крутить. Не знаю, бросила, не бросила. Ну, первая поклевочка. Пойдемте посмотрим. Больше не крутит пока, возможно, заглатывает. Можно попробовать дождаться еще. Ну, не знаю, давайте посмотрим. Рыбалка только началась. Вон солнышко выходит, разогревает. Время 8 часов 20 минут. Подсачник у меня маленький, большого подсачника нет. Но если большая щука была, она бы сейчас уф-уф делала. Ну все, не крутит что-то.
Ой, господи. Все, я тут вообще не профессионал, никак схватить даже не могу. Опа. Хоба. Хоба вот это вот. Никого там нету, естественно. Да, но живец, смотрите, какой живец. Весь изрезанный, то бишь, как бы она его бросила. Не-не-не, весь изрезанный живец. Весь живец изрезанный. Сейчас поменяю, бросила она его. Видите, да, порезы? Здесь он прям. Вот она его схватила вот за брюхо, вот так вот. Но небольшая щучка, судя вот по пасти. То бишь она вот так его схватила. Может накололась, может что. Вот, ну сейчас поменяем живца этого. Не успел поставить, уже сразу клюнуло. Живца выкидывать не буду. Может быть, еще пригодится, потому что у меня их не особо много на самом деле. Так. Ну, конечно, Серега напугал, наверное, рядом проходил и напугал. Ладно, все, ставлю. Будут поклевки, буду показывать. Так, закончил расставлять перевертки. Щучка мне дала это сделать спокойно. Больше поклевок не было, пока расставлял. Вот. Ну, будем надеяться, что что-то клюнет. Мы увидим, как вот этот мертвый кусок пенопласта начнет оживать, крутиться. Вот это самое, там щука, там теребонькать, вот это все. Ну. А может и не клюнет ни хрена. Посмотрим, короче. Все, поднимаюсь к Сереге. Сейчас там покидаем. Может на спиннинг что-то клюнет. Серег, я поймал, Серег. Поймал рыбу. Значит, какое дело? Приманка не успела даже коснуться дна, мне кажется. И рыба подвисла. То бишь я даже не начал проводку. Вот давит. Непонятно что. Щучка, скорее всего. Но рыба, мне кажется, нормальная, достойная. А нет, щурочек. Ну, небольшой как бы, но щурочек. Так скажем, да? Рыбку возьму. Обещал одному, ну, возьму. Надо сначала ее поймать. Да? Один уважаемый человек попросил меня привезти ему рыбу. Точнее, просят привезти рыбу многие. Вот. Душку надо открыть. Возможно, это тот щурок, который у нас на перевертку клюнул даже. Вот он отвалился. Опа. Вот такой вот щурочек небольшой клюнул. Возьмем его. Мне он не нужен, как бы. Он нужен человеку, который меня попросил привезти ему щучку. Вот. И я обещал ему ее привезти. И я привезу. Вот. Поэтому сегодня я взял вот такую штучку, в которую будем складывать щурков. Вот. Одного человека тоже там просил у меня рыбу привезти. Но там зять выручил. Приехал с Астрахани, угостил меня, а я угостил того человека. Вот. Поэтому будем сегодня что-то мешковать, как говорится. Кидали. Сергей здесь кидал, пока я перевертки расставлял. Я тут уже сделал больше десятка забросов. Но тем не менее, вот щучка соблазнилась на Кейтек. Вот это вот. Свин пак, там вот это вот все дела. А груз 12 граммов. Вот. Повторюсь, что приманка даже дна не успела коснуться. Рыба подвисла. И я ее поймал.
Вот. Ну, будем надеяться, еще что-то удастся поймать. Погода просто шикарная. Сегодня у нас 14 октября, ребята. Давайте расскажу, на что я рыбачу, да, наверное, да. Спиннинг Графит Лидер, Viva. С тестом, значит, от 7 до 32 граммов. Катушка у нас Дайва. Фримс 2500. Шнур 1.2 по Японии. Название не помню, как бы, но как бы не фигня, короче. Шнур нормальный. Вот такой у меня комплектик. Лодка все по-прежнему та же моя маленькая любимая Ботмастер Эгоист Люкс. Там, может быть, отдельно как-нибудь по ней сниму. Тут немножечко на нее поднаклеил дополнительных вещей. Мотор Water Snake 30 LBS. Но если изначально у меня были по нему только положительные какие-то, так скажем, отзывы, сейчас, не знаю, сколько он у меня там, 3-4 сезона, врать не буду, но у него отказали там скорости, задних вообще нету, есть, наверное, первая и пятая, вот, а вот это вторая, третья, четвертая нету, то бишь там щелкаешь, ни хрена не работает. Вот. Ну ладно, главное дело маленечко возит. То бишь стерлась там вот эта вот контактная группа, когда переключаешь, она там нифига. Пробовал ремонтировать, там ребята мне ремонтировали, напаивали там что-то, но естественно это тоже все стерлось и ни хрена не работает. Поэтому рекомендовать покупки, наверное, не советую. Сергей сейчас прошел с камерой, с подводной. Ну, вот это, которая там типа для зимних рыбалок там. Здесь подкоряжено, ракушечник находится, поэтому, видимо, нет, иногда здесь и судачок тоже поклевывает. Вот, перевертки вон там впереди у меня. Визуально не вижу, чтобы что-то крутилось, но для таких дел, наверное, все-таки нужен либо бинокль, либо монокль какой-то, может быть, приобрести. Зимой все-таки планирую, может быть, как-нибудь и жерлицы поставить. Вот, посмотрим. Сейчас, наверное, снимусь с якоря и пройдусь с воблером, с плавом. Течение тут не сильное, труба. Ветра нету, слава богу, хотя Сергей говорит, обещали. Попробую воблер погонять. Пытаемся твичить, ребята, не клюет. Ни у меня, ни у Сергея. Поднялся небольшой ветерок, который гонит меня против течения. Но это полбеды, ребята. Основная беда заключается в том, что моторчик не реагирует на переключение. Ой, господи, вот щелкаю туда-сюда. Все. Питание есть. Все. Сдох. Контактная группа там. Видимо, что-то с контактами. Поэтому хорошо, что есть весла, как говорится. Будем облавливать речку. Вот щучка небольшая возле лодки. Вот здесь был сейчас один сходик, тоже, видимо, не крупного щурка. И сейчас вот попался. Опа, как говорится,
цепи и жук мясо. Как бы в палец не всадить себе здесь. Воблер Болисонг. Щучка попалась на средний крючок и влезла вот в головлевый подсачник, ребят. Все тут запуталось, короче, как обычно. Ну, вот такая вот щучка. Сейчас отцеплю, наверное, так. Все, отцепилось, вот все. Блин, руку неохота пачкать вторую. Блин, штаны испачкал кровью. Да все тут пошло, короче, не так. Все, вот воблер Болисонг 130 суспендер и вот такой вот щурочек. Ну, уже неплохо. Поднимается настроение. Еле распутал там. Воблер закрутился. Вот. На перевертке поклевок нету. Там что-то не клюет. Ну, я не знаю, как бы там у кого как, но мне кажется, на мокше, вот, ну, у нас здесь, по крайней мере, клевать начинает там где-то с 11 часов. Проявляет активность щука. Ну, понятно, что и до клюет, и после, как бы. Но где-то вот в 11 бывает активность. Сейчас время 10:30. Может быть, щучки, вонючки проснутся, будут поклевывать. Только отключил камеру, еще один щурок клюнул. Может, якорь здесь бросить, покидать, здесь затончик небольшой получается. Сошло, не сошел, не знаю, я тут слабину дал. Нет, сидит. Вот такой вот небольшой щурок. Прям спиннингом его подниму. Вот так вот. Опа. Так, ребят, давайте вот этого отпущу, наверное. Этого отпущу. Этот вообще маленький. Вот. Как говорится, живодерно уж не до такой степени. Опять же повторюсь, что щуку я сегодня забираю не для себя, а для человека, который меня попросил. Ну, как говорится, только отключил камеру, делаю заброс, и что? Правильно, я поймал маленького щурка. Опа! Еще меньше предыдущего, наверное. Оп, как бы тебя спасти-то? Спасите, помогите. Тихо, 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 тихо. Зверушка. Тоже его отпускаем. Воблер Рудра OSP 130, суспендер в цвете Mad Tiger. То бишь здесь я сейчас кидал Болисонг. Да. Опа. Поклевки прекратились, поставил Рудру, сменил воблер. Вот. Может быть, что-то расклюется, как бы. Даже поклевки таких маленьких щурков меня, естественно, тоже как бы радует. Это лучше, чем ничего, как говорится. Вот. Стою на якоре сейчас. Здесь вот, ну, не затон это, а просто вот такое. Ну, такое себе, короче. Вот здесь, видимо, тихая вода. Они тут собрались. Основное течение там, а здесь вот, ну, все-таки, наверное, это затончик небольшой. Вот. Щурочки маленькие тут караулят маленьких рыбок. Вот и Сергей Викторович обрыбился. Говорит, обрыбился чем-то. Окунь, ничего себе.
Сорвался, что ли? Нет, не обрыбился. Значит, там окунь, Сергей, кидай туда быстрее. Ну все, теперь я туда кидаю. Да, ну куда сдуло, туда и упало. Кидай, пока ты кидаешь, я уже вымотаю, кидай. Кидай, я сейчас вымотаю. На 130-й воблер? Да, окунь небольшой. И раз. Спустился ниже по течению, там Серегой вот покидали. Ничего там не клюет у нас. Все, несет меня ветром туда, в сторону переверток. Продолжают вичить воблеры. Поклевок нет. Не знаю, с чем это связано. Как бы поставил другой воблер. Сейчас Макс Квад 128. На него рыба пока не отзывается. Может, надо рудру снова поставить, либо балисонг, либо что-то другое. Так, ребята, тут, ну, конечно, не рыбу вам хочу показать, но вот, так скажем, немаловажный нюанс в рыбалке, да. Если вы ловите на дорогие японские воблеры, то неплохо было бы иметь в лодке отцеп. Да, я сейчас минут, наверное, 15, а может даже 20 боролся за жизнь этого воблера. Вот он зацепился там. И мне удалось его отбить у этой коряги. Я думаю, что такой воблер стоит сейчас где-то, может, 1000 под 2. Ну, не знаю, там поправьте в комментариях, но точно больше 1000. Это рудра настоящая, так скажем, там. Ну вот, кстати, крючок один сломался, да, но это нюансы. Крючок всегда можно заменить. Вот. А воблер как бы дорогой. Ну все, слава богу, все закончилось хорошо. Сейчас поменяю поводок и пойдем дальше. Ветер усилился. Уже перевертки вот тут, как говорится, не за горами. Сейчас посмотрим, может там что-то клюнуло. Что это у нас? Щурок, ребята. Небольшой. Оба. Так, тихо. Слишком маленький для того, чтобы его забрать, на мой взгляд. Был бы чуть покрупнее, можно было бы забрать. Ветер усилился, меня очень сильно тянет навстречу к переверткам. Уже вон первую вижу. Воблер, кстати, который сейчас поймал маленького щурка, это у нас Крэг Джек 98 суспендер от Pantone 21. Так, ребятушки, дело подходит к концу. Более крупная щучка не клюет. Перевертки собрал, как бы вот с того берега, и прямо вот здесь вот машины наши стоят. Вот здесь вот 5 штук бросил прям вот в кучке, в надежде вот на поимку вот таких вот щурков, там если клюнут. А так ничего не клевало на перевертке больше. Возьму этого щурка тоже товарищу, как говорится, до кучи. Рассчитывал я на более, так скажем, активный какой-то клев, но не клюет.
Да? Или что это такое? Нет, давайте не будем чудить, ребят. Отпустим его. Это тоже маленький, блин. Хотя вот, ну, крупнее, как говорится, не клюет. Что-то рука не поднялась. Забрать его. Вот, моторчик у меня то крутится, то не крутится, поэтому далеко уходить, наверное, не стоит. Пытаюсь вот здесь вот, грубо говоря, там на 100-й воблер чего-нибудь натвичить вот из травки. Ветер хоть маленько подзатих, а то сейчас прям минут 15-20 назад был очень сильный ветер. Думал, что камера выключена, и нажал на кнопку. Вот такой вот щурок самоубился нам вот здесь. Давайте отпустим его тоже. Сменил воблер, точнее раскраску воблера. Воблер такой же. Крэкджек в 98 размере, только более яркий. И этот, по-моему, суспендер, а тот был плавающий. Еще один щурочек, ребят. Вот это уже покрупнее, что ли? Нет, такой же. Такой же, ребят. Такой же щурочек. Сам отцепился хорошо, молодец, как говорится. Ну, хотелось бы покрупнее чуть-чуть. Рыбок-то как бы. Видимо, братик был того щурка. С одного места они тут клюнули, что-то они тут стояли. Кого-то караулили. Что-то нету покрупнее-то, таких хотя бы килограммовчик, там что-нибудь близко к килограмму хотя бы. А это уж прям вообще не годящие. Просто щурочки. Так, это уже, наверное, что-то посерьезнее, что ли, нет? Да, чуть-чуть побольше щурочек, ребят. Блин, за якорь зацепился, что ли, там, ну. Да как ты это сделал-то, ну? За якорь зацепился. Ой, господи. Не пойму, рыбу на крючке, не на крючке. По-моему, на крючке. Опа. Какая-то оказия произошла. За якорь зацепился щурок, что-то тут все пошло не так, короче. Этот туда, короче, он обосрался. Иди сюда. Господи, блин. Тихо, тихо, тихо. Так, ну этот малость покрупнее, ребят. Давайте я его для количества, наверное, заберу вот это.
Да, он побольше чуть-чуть. Там предыдущих. Что-то тут все запуталось, все пошло не так, короче. Подсак там вон на воблере, короче. Ай, блин. Так, ну-ка. Ведерко. Из-под живца. Ручка отвалилась. Так, рюкзак мешается сюда. Все, этого другану. Так, все, теперь спасаем подсачник. Раз, вот так вот. Воблер сквад минул. Отжакал в 95 размере, если мне не изменяет память. Опа, вот такой вот воблер. Да, сквад минул 95-й. И маленькие щурочки. Очередной щурок, ребята, у нас на крючке. Прям на катушке вот его веду. Ну такой, так скажем, пойдет. Да? Сейчас мы рукой примем, я думаю. Он же позволит нам. Да. Опа. Кинул, была поклевка, сорвалась. Я уж не думал, что я доловлю. Как бы, конечно, может быть, это другой. Может, их там несколько было. Но. Ах ты, блин. Хорошо, вот в перчатке был, да? Не укусила. Так, тоже замешкуем, ребят. Сегодня так. Так, смотрите-ка, еще один щурок, ребят. Рыбалка строится как бы вот сейчас таким образом, что я иду вдоль берега и вдоль берега кидаю воблерок. Эх, вот сейчас было опасно. Кидаю воблерочек, твичу его, и щучки маленькие, вонючки. Тихо. Поклевывают. Этого помиловать. Ребята, это помиловать. Какой маленький был. То есть, в принципе, если изначально строить рыбалку таким образом, наверное, я бы побольше наловил щурков. Да. Ну, кто бы знал, да? На якорь не встаю, ветер против течения, меня нет удерживает мало-мало. Как-то вот что-то здесь помельче, что ли, стало. И вдоль травки твичу. И щурочки вот нет выскакивают. А он прям возле лодки схватил. Шо за воблером возле лодки схватил, ребят. Но тут уже покрупнее предыдущего. Да. Ой, повеселее рыбалка стала в конце рыбалки. Да? Так, ну ладно, давайте там закровил, да? Так, этого возьму, да? В мешочек. Как говорится, чтобы больше не просили.
Так, очередной щурок, ребята. Сместился под другой берег и заборол щурка. Опа. Такой уже побольше чуть-чуть. Ну все, я думаю, Андрей Николаевич будет счастлив. Опа. Опа, замешковали. Так, сейчас надо ему позвонить. Не дай бог он не в городе. Так, затянуло меня в тину в какую-то здесь. Ребята, красненько подведем итоги, потому что мы, как обычно, дождались. Пошел дождь. Значит, на перевертке была очевидная поклевка, когда я расставлял. Больше поклевок мы не видели. Когда я собирал перевертки, на двух карасях было видно, что его кусали. Вот, карась не самая подходящая наживка для мокши, на мой взгляд, и проверено людьми. Лучше, конечно, плотва. Может, и гальянчик нормально, но не суть. Удалось поймать некрупных щурков. Значит, как я уже сказал ранее, замешковал для товарища. Сейчас ему позвонил. Если успею ему передать, то передам, потому что он собрался в баню. Сергей Викторович поймал... Что? Болт? Сергей Викторович поймал болт. Короче, Серега ничего не поймал. У него не клевало. Он не понял тему. А я понял тему. Ему сейчас расскажу. Ему будет дома интересно. Все. Всем пока-пока. Увидимся на воде. Мы еще не закрываемся. Да, Серег? Конечно. Да, поэтому мы еще, наверное, выберемся, бог даст, до первого льда и еще порыбачим. Ну все, теперь точно, пока.